Вы действительно являетесь директором ООО «Вектор»? Ну, фактически оформлено все на меня. Угу. Ну, в силу того, что я безработный на тот момент находился, безработный и злоупотребляю алкоголем. И нуждался, да? Он воспользовался. Вот туда зайдешь, и все. И вот эту бумажку положишь, и я бумажки брал, приносил, она подписывала там, или что-то там прописал, и все, и забрал другую. Там 5 минут. Ну, чтобы я более как-то выглядел покультурнее, так скажем. Как директор, да? Да, чтобы, допустим, новое, все это. Он что сделал? Ну, купил мне все это, куртки, штаны новые, все, чтобы я не выглядел, чтобы презентабельно как-то смотреться. Что он говорил, как себя вести надо? Поувереннее говорил, что если ты говоришь, ты директор предприятия, ты будь таким. А я не знаю, что я шарахаюсь от всех этих, ну, сотрудников этих, я даже не знаю, что, кому чего. За полученные займы, да, он 3 миллиона займа получил. Он вам деньги дал? Нет, конечно. Да я его и не видел. Не видели. Он на руки вам сколько давал? Он мне, вот я говорю, вот за все время, это сколько там, буквально с мая месяца по декабрь. Он всего, ну, 1010, не больше у него. Это так, 500 рублей, 1000, 2000, вот так вот. И за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей открыл на своей имя ИП, по которому оформили кредит в сумме 3 миллиона рублей. При этом была заложена дорогая машина, которой раньше у меня не было. В фонде развития предпринимательства также я оказался и стал поручителем 2 ранее мне незнакомых лиц, поручителем на кредиты в данном фонде на общую сумму около 6 миллионов. После чего они разделили между собой эти деньги, мне выплатили всего лишь 25 тысяч рублей. Осужденный по статье 228, часть 2. В 2019 году я по просьбе знакомых, которые работали на неких лиц, оформлял на себя ИП, открывал банковские счета, получал банковские карты, по которым проводились большие суммы денег. В последующем, по-моему, ИП должны были получить займы на большую сумму в фонде развития предпринимательства. Эти деньги должны были получить те некие лица. Но так как у меня была задолженность, мои счета закрыли, я стал непригоден по своему банковскому счету. Я обналичил примерно 1 миллион рублей и передал этим лицам. Так как, таких как я, работало около 15 человек. Я работал примерно 1 месяц. Мы, да, попросили открыть ИП, поработать, и все. Мы открыли ИП, как бы сказали, все легально, без ничего будет. Ну, конечно, я изначально поинтересовалась, что это все легально или нелегально будет, потому что сказали, под каждый выезд будет 1000 рублей стоить. Мы за каждый выезд нам платили 1000 рублей, потом выезды, конечно же, закончились, когда открывали дебетовые карты. Они уже сами просто через дебетовые карты все делали. Я только снимала вот 1 раз, единственное, в Сбербанке я снимала. Сколько там было 500 тысяч, по-моему. А оттуда они даже ничего никому не давали. Ну, 1000 рублей за выезд, как посчитали, все, выезд, больше ничего. Неоднократно судим по 158 статье, части 2. Он подъехал на машине и попросил, нужен человек с документами. У меня документы были, и как бы мы с ним договорились, что на меня оформляем ООО «Мясторг». Все документы у меня были, и вот где-то через неделю мы поехали оформлять на меня. В течение 2 недель мы ездили по организациям, оформляли документы, подписывали письма какие-то, я не знаю. С документами работал. Я только подписывал как генеральный директор. Оформили карту, я карту отдал, и где-то через
наверное, 2 недели. Приехал, со мной рассчитался, 100 тысяч отдал мне и все как положено. Но он сказал, что работать будет фирма 3 года. После этого через месяц пришли ко мне бумаги на 500 тысяч и на 2,5 миллиона. И вот с этого момента я уже ничего не знаю. Я в навигацию ушел. То есть вы фактически деятельностью ООО «Мисторг» не занимались? Нет. Директором? Я механик на пароходе, я этого не касаюсь. Я не умею торговать. Ранее осудим По какой статье? по статье 228, части 1, 2. Кто просил? Тут мне поступило предложение От кого? подзаработать. От кого предложение поступило? От него же. Подзаработать денег чуть-чуть можно. Открыть ИП свое. Я согласился, открыл. А для чего он сказал? Ну нет, что, нуждаешься подзаработать, да, нуждаюсь. Давали документы, я подписывал, какие давали, там, не читал, можно сказать. По фондам, по банкам ездили, карты оформлял на себя. Ну вот то, что карты вот эти в банке оформлял, за них 1000 рублей мне давали. Да. Налоговая, ну вот сейчас мне письма приходят, то, что эти, налоги за ИП каждый месяц там что-то все больше и больше. Проживаю в городе Якутске, у знакомых, работы нету постоянной, жилья тоже нет постоянного. Как-то раз в букмекерской конторе познакомился с людьми. Сказали, при наличии полного пакета своих документов можешь фирму открыть и будешь за каждый выезд там деньги получать 1000–1500 рублей. Оформили на меня 2 компании, общество с ограниченной ответственностью. И сам оформлением я этим не занимался, только присутствовал на подписи. Документы, когда забирали, уже готовы. Откуда приходили деньги, по счетам ходили. Я этим не интересовался. Я, конечно, понимал, что здесь что-то не то, но деваться было некуда. Такие были обстоятельства. В банках, где карты я оформлял, с электронными ключами, с картами, онлайн-банками, все сразу им возвращал. Сумма 3 миллиона 100 рублей была. Я вопросов не задавал, откуда деньги. Мне платили и платили потихоньку. Так, на еду хватало. Деятельностью этих фирм, чем они там занимались, то, что у них прописано в видах деятельности. Я, естественно, не занимался. Мое дело было только приехать, поставить печать и подписи и уехать. Все.